Динара Жумагалиева. Я являюсь мамой девочки-подростка, которой уже 12 лет. Моя дочь с диагнозом расстройства аутистического спектра. При выборе школы для ребенка с особыми образовательными потребностями важно понимать и оценивать объективно уровень развития твоего ребенка. Есть дети, которые прекрасно будут интегрированы в спецшколы, а есть дети, которым действительно нужна среда инклюзивной, обычной большой школы. В нашем случае моя дочь пошла в инклюзивную школу государственного типа. В классе было 34 ребенка, и это был не просто хаотичный какой-то выбор, а реальная планомерная цель. Цели на чем были основаны? На тех сложностях, которые были у моей дочери. Большое скопление людей, страх вообще в принципе каких-то движущихся объектов в виде детей, громкие звуки, дезориентация в пространстве. Вот эти все задачи были основными на тот момент, базовыми, когда мой ребенок пошел в инклюзию 1 класса. Конечно, были определенные трудности на первом этапе, утомляемость ребенка, низкая концентрация. Вот все, что я предыдущее сказала, в общем-то, это и были основные трудности. К счастью, в нашем случае трудностей со стороны школы не возникло, потому что мы в первую очередь шли при выборе школы на людей. Даже если у педагога нет опыта работы с детьми с особыми образовательными потребностями, но есть открытое сердце и желание, то это уже огромный плюс. Родительство в успешной инклюзии – это прежде всего тесный контакт со школой, со всеми субъектами образовательного процесса, со всеми учителями, с родителями класса, с детьми. Система инклюзивного образования выстроена так, что без родительского участия обучение ребенка и вообще в принципе ее пребывание не будет эффективным. И я в этом смысле категорична и считаю, что родители обязаны активно участвовать в процессе образования, не только в процессе образования, но и в процессе социализации. Это такой, знаете, наболевший вопрос, он актуален. Часто родители думают, что отдав ребенка в инклюзию, школа сделает все за него. Но это так не работает. Вот по моей практике, наш опыт пребывания моей дочери в инклюзии уже 6-й год, говорит о том, что только при включении родительского внимания будет успешная инклюзия. Важно понимать, что положительная динамика в развитии ребенка в инклюзии будет формироваться постепенно и поэтапно. И в этот момент также важно понять и поставить для себя глобальные цели, которые необходимо разбить на маленькие задачи и постепенно идти к этим задачам. В нашем случае основной целью это была социализация ребенка, функциональная речь с педагогами, с детьми, самостоятельность ребенка. Ну и конечная цель – уход от тьюторского сопровождения, чтобы в сознании ребенок понимал, что он находится в школе один, что у него своя ответственность за все его действия, за его пребывание, за какие оценки он получает, как он общается со сверстниками. Вот это вот в нашем случае было основной глобальной целью. В системе инклюзивного образования необходимо большее финансирование тьюторского фонда, то есть количество педагогов-ассистентов должно быть значительно больше. Не 2 педагога-ассистента на всю школу, а 42. Также важно повышать квалификацию педагогов-ассистентов, давать им различные методы работы с детьми с особыми образовательными потребностями, в том числе игротерапию. Это очень важно, особенно на начальном этапе, в начальной школе. И еще один важный момент – активно привлекать к взаимодействию весь класс, всех детей. Это и будет профилактикой буллинга в будущем старших классах. Родителям, которые только начинают путь в инклюзии, не только в инклюзии, но и в принципе в коррекции ребенка, я бы посоветовала прежде всего терпение, терпение и терпение. Не завышать ожидания, понимать, что это не спринт, а марафон длиною в несколько лет, а возможно даже и всей жизни. Беречь свои силы, объективно оценивать возможности ребенка и следовать за интересом ребенка. Главное, чтобы ребенок был счастлив.